Всем привет из солнечного Крыма. Орджоникидзе, Феодосия. Вечернее включение. Вечерняя прогулка в Феодосию. И, возможно, если успеем, в Коктебель. Время 6:15. Нужно поторопиться, чтобы успеть и в Феодосию, и в Коктебель. В Феодосию я люблю ездить нестандартным маршрутом. Давай, давай, обгоняй, там камера стоит. 90. Да, нестандартный маршрут в Феодосию. Это через Эллинги и вверх в горы. А стандартный маршрут это прямо по асфальту наверх. И, ну, в общем, по асфальту, да. А мы любим грунты и горы. Потому что у нас электромашина. Нам горы и подъемы нипочем. Хотел подтянуть кассету, но, блин, забыл. Поменял задние колодки четырехпоршневые Shimano. У меня стоят тормоза Shimano XT. Dior XT. Четырехпоршневые.
Сегодня 31 аж было. 18 июня 31 сегодня было. Вода где-то плюс 21. Машкарня это задрала. Казинаки. Казинаки, казинаки. Ох ты, тут эти такие бугорки, блин. О! Так, доехали до Эллингов. Сейчас будем тащить вверх. О, да тут народ отдыхает. Что-то скрипит так, капец. Скрипит, капец. Тащим, тащим, не сдаваться. Тащим, 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 не сдаваться. Люди загорают, отдыхают. Не могу понять, в чем причина этих скрипов. Или то, что втулка долго стояла, или что. Непонятно. Кто-то на машине едет. Дюны, дюны. Ага. Горные дюны. Ага, он поехали куда-то. Куда вы поехали? Там дорога такая. Только ездят эти старые УАЗики. УАЗ Патриот. Патриот УАЗ. Дорога в Феодосию.
Горная дорога, Феодосия. По трассе просто что, едешь и едешь. Интереса нету, а здесь кочки, ямки, подъемы, спуски. То есть куда интересней. Куда они поехали на своей машине? Интересно. Куда-то, вон они поехали уже налево. Выехали он туда. Да потому что им тут делать нечего. По таким дорогам, где более-менее ровная, да. Или такие чуть-чуть как бы перепады. А вверх им смысла ехать нету. Там надо такое что-то, джип такой, ну, чтобы была высокая подвеска, потому что дном можно сесть и не встать. Вот эти экскурсии возят уазики, у них там, да, высокий этот, им как бы здесь вообще нормально. А такие джипчики могут где-то здесь просесть дном, и все. Фух. Можно наверх было подняться, но не сегодня. Не, в принципе, можно было, мне все равно хватает Феодосию в Коктебель. Что там, 50 километров. А сейчас мне хватает летом на турбо, если, то хватает на 60-65. Так что тут можно подъемы все щелкать. Что-то скрипит, а что? Надо разобрать этот. Там, где двигатель стоит, там такая крышка на 4 болтах. И там у меня чип. И мастер, когда мне менял, ставил новые тормоза Shimano, он там провода менял. Вот. И он как-то поставил так, что эта крышка не полностью защелкнулась. И вот она может и в некоторых местах где-то скрипеть. А завтра уже разобрать и посмотреть, что там. Переключаемся. Ух ты. Блин, все-таки покрышки 2,8 куда лучше, чем 2,6, я имею в виду ширина. Вообще, блин, 2,8 такие мощные.
Ну и эти колеса у меня, обода здесь стоят мощные, широкие вообще. Не помню, 40-е что ли, или 45-е обода. Я их еле нашел именно под электро. Такие именно мощные. А те обода у меня на 29-х колесах стоят. 30-е обода. 30-очка, то есть аж на 15 разница. Время. О, скоро 7. Ладно, успеем. Ну, в Коктебель, не знаю, можем не успеть. Если поторопиться, можно и успеть. Тут сейчас главное подняться, а там дальше будет идти спуск. Тут катаются на мотоциклах, на квадроциклах. Ну и эти ездят тоже экскурсии на УАЗиках. Ну, пешком здесь люди ходят редко, особенно летом. Жара, деревьев нету, то есть спрятаться негде. Лавочек нету, ничего такого. Беседок, хотя бы вот беседки с навесом поставили, как на тихую бухту ехать. Ой. Сейчас будет тут подъемчик. Можно поехать вверх, а можно поехать правее. О, кто-то положил камень. Выехал. Тут такая вот тропа, блин. Ох, камни, блин, летят. Ох ты. Переключился, да. Стоит все как надо. Ох. Так, тут лучше я
пешочком сейчас пройдусь. Включим помощника. Давай, помощник, газуй. Помощник что-то вялый сегодня. А ну еще раз. Так. Давай, помощник. Тащи. Ну и что-то помощник спит. Давай, помощник, тащи уже. Ля, он, короче, еле-еле что-то крутит. Я это быстрее иду. А что такое? Что-то ему тяжко. Ля, он, короче, не крутит вообще. О, проснулся, блин. В конце уже. Здесь именно такой обрывчик. И педалями цепляешь. Ну тут уже можно ехать. Жарко, капец. Ох, тут заросли всякие. Фух. Теперь будем тащить сейчас наверх. Ну, кстати, на этих колесах что-то тяжелей и подниматься вверх. Получается, на 29-х легче. Наверное, из-за веса колес, что ли. Я так что-то думаю. Но эти же колеса, естественно, больше весят. Обода. Интересно. Ух ты. По грунтам, по щебню, по камням выезжаем мы тут. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Воу-воу-воу-воу-воу. Капец. Что-то на этих колесах реально что-то тяжелее ехать. Не пойму. Что, я ж только поставил колеса. Кассета у меня одинаковая, что там, что здесь. Больше я ж ничего не менял. Колесо-то только, ну, переднее, заднее, и все. Ну, то есть будем идти, ну, будем рассуждать о заднем, потому что перекидка с заднего колеса. Вот у меня сзади что? Все то же самое стоит, только колесо больше, шире. По размеру только 27,5 и 20 и 29. Но скорее всего 29 вытаскивают на подъем легче получается, чем 27,5. Интересно, как так? Ну, оно получается 29 длиннее и выше колесо. Наверное, из-за вот этой геометрии
Получается вот такая фигня, что ли. Ну, уже наверху. Да поднялся я тут сколько? Минут 15. Или сколько у меня ушло? Минут 15, да. Красотища. Сейчас так тихо, спокойно. Ой, ой, ой. Интересно, интересно. Уже доехали до смотровой площадки. Фух, хорошо. Ох, такие виды здесь. Огонь, просто огонь, огонь. Шикардос. Это у нас, значит, Эллинги, бухта такая. Вот, потом он идет торпедный завод бывший. И за горой там Орджоникидзе, а там он Карадах, как Коктебельчик. Эх, красотища! Продолжаем наш маршрут сегодняшний в Феодосию. Поднялись в горы между Орджоникидзе и Феодосией. И едем вот в Феодосию по вот таким вот местечкам. Женщина гуляет. Кто-то тоже он гуляет, ходит. Целая банда пешком куда-то идут. Пешком куда-то идут в лес. Ну, это, наверное, с Феодосии, да, с частного сектора поднялись сюда.
Блин, втулка так у меня пищит, блин. Включение из Феодосии уже. Спускаемся в частный сектор. Уже 7 часов. О! Колеса у нас, блин, такие беленькие после гор. Сейчас по асфальту будут нормальные. Проехали крепость
Генуэзскую крепость. Ох, и у меня этот трещит, как она, трещотка или, ну не трещотка, а это, втулка так работает. Надо было заехать в лужу. О, поправить шорты. Мороженое брать не будем, выпьем кофейца. Проедем сейчас до самого конца.
Людей полно. Ого, народу. Обалдеть. Народу сколько. С 18 июня. Надо скорость не превышать на набережной. Еще дамы с собачками. Где тут мое кофе? Почти доехал. Тут все занято, еще нигде не сядешь. И вот одна лавочка свободная, может, и сяду здесь. Вот мое кофе. Здрасте. А можно, пожалуйста, латте большой? 2 сахара. И сникерс маленький есть? Сейчас будем искать. Нашел.
Да, сегодня людей в Феодосии полно. Все гуляют, отдыхают. Вот это столпотворение. Бургеры и много другое. Это все сдохло, все желательно. Это все желательно. Все, выезжаем из Феодосии и направляемся в Коктебель. О, нету тут этих машинок. Пооставали здесь. Зеленый горит. Успеем? Нет? Нет. Не успели. Сейчас поедем за вот этой. Опа!
Так, это нам надо перейти на ту сторону. Машин нету. Поехали. Все, поехали. На выезд из Феодосии направляемся в сторону Коктебеля. Можно притопить здесь. 35-очка. Подъем сейчас будет. Собака. Всем идем. Что ж он так скрипит, зараза?
ты смотри. Сучка скрипит и все. Притопили. Стой. Жди. Тридцать пяточку вжарили перед подъемчиком. Что ж оно скрипит, зараза, а? Все, завтра разбираю, надо смотреть этот, который держит аккумулятор. Ну, не держит, а защитная штука. Фу, машкарня летает. Что-то скрипит, а не знаю что. Так, сколько мы там проехали? 18 км. Солнце он светит. Скоро закат. А время у нас 47 минут 8-го. Нормально. Фух. О. На мотике. Фух. Пионерская налево. Что там этом в Пионерском? 2-3 дома. Сейчас будет тоже нестандартный маршрут в Коктебель. Не по трассе, но есть по трассе, можно спуститься с горы, потом свернуть на Коктебель, там перед Орджоникидзе по трассе поехать через села, либо через горы, как я и в Тихую бухту езжу.
Вот. А можно сейчас перед спуском с горы уйти направо через грунтовые дороги и выезжаем аж на ту сторону, на поворот, звездопад воспоминаний. Привет! Они меня уже знают. Они уже знают меня, что это еду я с включенной кнопкой турбо. Они уже даже и не стараются там бежать быстро, они так чисто гав-гав и все. Ух, и звуки скрипа, капец. Не-не-не, все-таки надо все. Завтра разбираю и смотрю, что это за звук. Вот именно когда вот кручу вот педали. Но оно, кстати, и когда стою я, дергаю его, такие скрипы как бы есть. Вот. Завтра надо снять, посмотреть, что там. Все-таки я грешу на эту крышку, которая стоит на аккумуляторе. Она там просто не плотно сидит, и поэтому может где-то в некоторых местах такие создавать звуки. Там у меня чип, и вот он где-то трещит там. Ну да, именно когда вот педали кручу, типа отдаю нагрузку, и тогда оно создает эти звуки. Вот собака, как не одно, так что-то другое. Не, просто надо сделать все, да и все. Вечно откладываешь. Да потом, типа там приеду, потом все. А сессии сделать. Я все-таки не думаю, что это втулка. Это не втулка по-любому. Хоть даже и колесо сколько, полгода стояло, какая разница. Ну, могла типа высохнуть смазка на подшипниках, но не знаю, что-то сомневаюсь я. Все-таки я думаю больше на крышку эту, которая крепится. Ну, посмотрим, да. Так, время почти 50 минут. Нормально. Ох, хорошо идем. Ветерочек. Здесь направо нам перед спуском. Это моя любимая дорога на Коктебель. Машин нету. Едешь себе сам по этим дорожкам, грунтам.
Красота! Ляпота! Оба! Оба! Эх, хорошо! Скоро солнце сядет уже. Осталось не так уж и много времени до заката. Но он уже, в принципе... А, не, еще нет. Еще не намечается закатик. Но скоро, вот-вот. Вау! Красота, ляпота! Нам сюда. То он еще правее дорога есть. Я как-то раз туда нечаянно свернул. Машина едет. А она с другой стороны или что?